даже помним рассуждения ученых ислама, это реальный случай в университете Аль-Азхар, когда в начале Второй российско-чеченской войны, один из чеченских студентов сказал: сделайте за нас дуа, сегодня чеченцы подвергаются геноциду, нас убивают каждый день очень много, и неизвестно, чем эта война закончится. Он сказал: не волнуйся, вот этот ученый ислама сказал, ну, один из профессоров этого университета, не волнуйся, и привел историю пророка Мусы, алейхиссалам, что за Алейхиссалам. каждого убитого из народа Мусы принял религию Мусы один из народа фараона, что за каждого убитого чеченца, он сказал, кто-то из России, из русских примет ислам. Если даже погибнут все чеченцы, это не беда, столько же людей примут. Это, ну, это, знаешь, на самом деле, во-первых, это не имеет основания в религии, нет такого постановления. Я возмутился, когда услышал это от реального человека, потом я сам в своей статье этот момент описывал, и не перестаю напоминать, потому что это очень, знаешь, так остужающе действует на чеченца. Я сказал: а что бы ты ему не сказал? Нас всего миллион тогда, чем мы миллион чеченцев умрем и миллион русских примут ислам. Вот вас, египтян, тогда было где-то 65-70 миллионов, сегодня где-то под 100 миллионов. Ну давайте лучше вы, египтяне, все погибнете, 60 миллионов, и тогда уже половина русского народа будет в мусульманской религии. Это же намного лучше для мусульманской умы, чем какой-то миллион принявших ислам русских. Знаешь, вот эти вещи, они нельзя так рассуждать о миллионах людей, нельзя так рассуждать даже о одном селении, об одной семье, об одном человеке так нельзя. Это все аморально, это кощунственное заявление. Но именно в этом и есть угроза радикального мышления. Вроде бы в спокойном, тихом университетских кабинетах идут милые речи, но эти речи потом выливаются вот в мышление молодежи в таком ничего страшного. Я погибну там, я никто. Когда человек становится никем, вот это самое опасное мировосприятие человека. Человек всегда должен оставаться кем-то, он должен оставаться личностью, ценностью. Чеченский менталитет, чеченское мировоззрение всегда относилось вот так, с уважением к каждой личности. Даже мы понимаем, что при воспитании детей у нас даже ребенок от 7 лет и выше воспринимался личностью. Не говоря уже о мальчиках, девочках, достигших совершеннолетия. Уже 7-летнего возраста, когда ребенок уже начинает делать какие-то осмысленные шаги, для нас это личность, для нас это ценность. Я не говорю, что в исламе это не ценность, но радикальных, то есть мы должны проводить четкую линию между религией и между сектантством, между сектантскими, крайними, радикальными, фанатичными мышлениями. Я всегда ее четко Ну, различаю.